Государственные символы и гимн – неотъемлемая часть истории и культуры любой страны. Гордость за свою родину, понимание неповторимости и богатства культурных традиций играет огромную роль в становлении каждой личности. Ознакомление с государственными символами, гербом, флагом и гимном нашей страны традиционно входит в содержание патриотического воспитания читателей библиотек. Сегодня мы в читальном зале Центральной библиотеки проводим мероприятие, посвященное празднованию Дня российского флага. Для каждого человека Родина начинается с чего-то особенного, личного. Как известно, у Родины много символов, но самыми значительными являются герб, флаг и гимн. Сегодня, в день празднования Дня российского флага, мы будем говорить о нашем российском флаге. Вначале я хочу вас всех поздравить с этим праздником. Когда был учрежден этот день? Он был учрежден 22 августа 1994 года. В России с этого дня отмечается День государственного флага Российской Федерации. Он был основан на основании указа президента Российской Федерации. Он назывался «О Дне государственного флага Российской Федерации». В этот день, в 1991 году, Верховным Советом РСФСР было принято постановление, которое называлось «Об официальном признании использования национального флага РСФСР». Он подразумевал считать историческим флагом России полотнище из равновеликих горизонтальных белой, синей и алой полос. Хочу сказать, что российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг в России появился на рубеже 17-18 веков, в эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле под названием «Орел». Он был поднят в царствование отца Петра I Алексея Михайловича, но у исследователей нет единого мнения, как были скомбинированы эти цвета. Сергей Михалков, гимн России. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество наше свободное, братских народов, союз вековой, предками данная, мудрость народная, славься, страна, мы гордимся тобой. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Славься, Отечество наше свободное, братских народов, союз вековой, предками данная, мудрость народная, славься, страна, мы гордимся тобой. Широкий простор для мечты и для жизни, грядущий нам открывает года, нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Славься, Отечество наше свободное, братских народов, союз вековой, предками данная, мудрость народная, славься, страна, мы гордимся тобой. Государственный флаг – это официальный символ государственной власти. Он олицетворяет суверенитет государства. Флаг – это нидерландское слово, оно означает корабельное знамя. Флаг прикрепляется к древку или шнуру. Вот хочу сделать экскурс в историю. Обратимся к интересным моментам истории. В знаменитом слове о полку Игореве говорится о том, что русские воины Большого полка во время Куликовской битвы сражались под красным знаменем, на котором был изображен лик Спасителя. Перед этим знаменем Дмитрий Донской встал на колени и молил Господа о победе. Такие знамена тогда назывались хоругви. Первые триколоры, то есть трехцветные знамена, вывешивались на торговых судах. До нас дошла одна занимательная история. Первая флотилия российская была построена в 17 веке, в 67-69 годах. И главный корабль, как уже упоминался, назывался «Орел». И командовал им голландец Бутлер.
Для корабельных флагов Бутлеру было выделено большое количество белой, красной и синей материи. Флотилия охраняла морские караваны, плывущие из Персии по Каспию и Волге в Европу. Так что первые триколоры развивались на Каспийских ветрах, проплывая вдоль дагестанских берегов. Но, к сожалению, ни сам корабль, ни его флаги долго не просуществовали. В Астрахани корабль сожгли восставшие казаки Степана Разина. Официально первый российский триколор был поднят в 1693 году на корабле в Архангельске, куда прибыл Петр I. Как мы знаем, отцом первого триколора является Петр I. Это было прямоугольное полотнище из 3 полос. Верхняя полоса белого цвета, средняя синего и нижняя красного цвета. В центре был изображен золотой двуглавый орел. Флаг – это символ Родины, гордость ее и честь. Может быть запах смородины, может быть добрая весть. Это поле с колосьями, это наш общий лаг. Сани по снегу полозьями, все это наш с вами флаг. Пусть в историческом свете менял он размер и цвет, нигде на нашей планете другого такого нет. Белый, синий и красный, свобода, верность и кровь. Даже в период ужасный, в днем веры, надежда, любовь. На Куликовом поле ветер его колыхал, в изгнании он был и в неволе, вместе с Москвой полыхал. Был он в победах славных, горечь делил утрат, участник событий главных, он как отец или брат. На полюсе был не однажды, космос не раз покорял, первым он был там дважды, над всей землей сиял. В атаку бойцы шли с ним смело, он украшал Рейхстаг, за родину бравое дело, это наш с вами флаг. В жизни не только победы, случается что-то не так, но представляешь деда, как он несет наш флаг, как он с одной гранатой, танком наперерез, ну а потом с лопатой трактор потом залез. Флаг России триколор, флаг России триколор, 3 полоски ловит взор, и у каждой новый цвет, а у цвета свой секрет. Снизу красный самый яркий, цвет побед в сражениях жарких. Русской кровью, что добыты, и народом не забыты. В середине флага синий, словно Волга по равнине, синеву родимых рек, любит русский человек. Сверху словно облака, цвет снегов и молока. Чистый, белый, мира цвет, говорит он, войнам нет. Русская революция 1905 года, февральская революция 1917 года, а затем и Октябрьская революция исполнялись под красным флагом. Мода на красные флаги пришла к нам из Европы. Уже во времена Великой Французской революции красные флаги приобрели революционный смысл и стали символами пролетарского движения. В июле 1918 года была принята Конституция РСФСР, которая закрепила образец российского флага. Это полотнище красного цвета, в левом углу которого помещены были золотые буквы РСФСР. В 1924 год был утвержден красный флаг СССР, на котором изображали золотые серп, молот и пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой. В ноябре 6 ноября, в частности, 1944 года, на торжественном заседании, посвященном 27-й годовщине Октябрьской революции, прозвучал призыв Сталина добить фашистского зверя в его собственном логове и водрузить над Берлином знамя победы. В ходе Берлинской операции в соединениях, нацеленных на столицу Германии, стали готовить победные стяги. Их должно было быть 40 штук. Их готовили из обыкновенного красного ситца, серебряной краской рисовались пятиконечные звезды, серп, молот. На обратной стороне указывался номер дивизии. Знамена были распределены между дивизиями. В одной такой операции, мы сами были свидетелями этой истории, участвовал наш дагестанец, уроженец города Хасавюрта Исмаилов Абдул-Хаким. В каком плане мы стали свидетелями? Что звезда героя нашла своего героя Исмаила Абдул-Хакима в 1996 году, то есть через 51 год после победы в Великой Отечественной войне,
за установление в мае 45-го знамени над куполом гитлеровского Рейхстага ему было присвоено звание Героя России. Вот такие моменты тоже бывают в жизни. Официальным знаменем победы стал флаг, который водрузили над Рейхстагом сержант Егоров и младший сержант Кантария. Красное знамя, мы знаем, это символ победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 году. И хранится он, чтобы все знали, в Центральном музее вооруженных сил. Знамя победы выносится каждый год 9 мая. Это День победы советского народа в Великой Отечественной войне. Что за радуга на небе, красный, синий, белый цвет? Это флаг моей России, красивее флага нет. Снизу красный цвет победы, в середине синий, это цвет великих рек, ну а сверху белый цвет. Это всякий знает, что душевной чистотой Русь гостей встречает. Нет края на свете красивей, нет родины в мире светлей. Россия, 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 что может быть сердцу милей? Кто был тебе равен по силе, терпел поражение любой? Россия, 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 мы в горе, счастье с тобой. Россия, как синюю птицу, тебя бережем мы и чтим. А если нарушат границу, мы грудью тебя защитим. И если бы нас вдруг спросили, а чем дорога вам страна? Да тем, что для нас всех Россия, как мама родная одна. После распада СССР Россия вернула себе историческую преемственность, вернула себе бело-синий-красный флаг. Современный государственный флаг Российской Федерации представляет собой, как мы знаем, прямоугольное полотнище из 3 равновеликих полос – белой, синей и красной. Государственный флаг Российской Федерации поднимается на зданиях верховных органов государственной власти, посольств, торговых представительств, консульств Российской Федерации за рубежом, судах, плавающих в открытом море. Как мы знаем, когда иностранные суда заходят в воды Российской Федерации, они наряду со своим родным флагом должны поднимать наш российский флаг. Вот если говорить о цветах нашего флага российского, я думаю, все знают, что олицетворяют эти цвета. Я еще раз хочу подчеркнуть, что белый цвет – это символ благородства, веры, чести, свободы, справедливости, чистоты помыслов. Красный цвет, он означает кровь, которую пролили наши отцы, деды за Родину. Это кровь патриотов. Еще она означает равенство, братство, храбрость, силу. Синий цвет – это символ свободы, это чистого неба над головой, цвет независимости, верности и так далее. Что значит Родину любить? Во-первых, отовсюду к ней тянуться, чтобы в конечном счете к ней вернуться, не прерывать связующую нить. А во-вторых, так сделать, чтобы всем на ней живущим было жить правильно, не холодно, не голодно, не больно. Ну и в последних, чтоб последний бой шагнуть, если потребуется это, как то незабываемое лето, без разговора жертвуя собой. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучку кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Вот смерклось, были все готовы, за утра бой затеян новый, и до конца стоять. Вот затрещали барабаны, и отступили бусурмане. Тогда считать мы стали раны, товарищей считать. Да, были люди в наше время, могучие, лихое племя. Богатыри, не вы, плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля, когда б на то не Божья воля, не отдали Москвы. Флаг России овеянный славой, флаг наш российский овеянный славой,
Три цвета в себе сочетал на века. Цвет снега отчизны и битвы кровавой, и небо, несущего вдаль облака. Над куполом церкви и чередой башен возвышен наш флаг, как единый отец. Он с ветром свободным и реет, и пляшет. Истории русской всесильный венец. На русских людей часто все нападали. И турки, и шведы, и шляхта гурьбой. Но вера в Отечество нам помогала. Мы гнали французов и немцев долой. Наш флаг, наша вера, мы все заедино. Горой постоим за отчизну свою. А наша держава стоит недвижимо. Мы все за нее сложим главы в бою. Наш флаг – это символ, символ победы. И что б ни случилось, мы победим. И хоть наших башен головы седы, мы флаг наш и герб свято храним. На нашем мероприятии организована выставка под названием «В символах нашей корни». На ней представлена литература, рассказывающая о символах нашего государства, об их истории. Библиографический обзор по этой выставке проведет заведующая читальным залом Меликова в Лонгере. Ребята, перед тем, как рассказать о книгах, которые у нас на выставке, я хочу сказать несколько слов еще раз об истории наших символов. Каждое лицо государства – это, конечно, символы. Это гимн, герб и флаг. Каждое государство этими отличается. Как вы здесь вот слышали уже, первый отец этого триколора был Петр I. Он сам начертил этот флаг, вот белый, синий, красный. Первый, то, что он это сам нарисовал, и вот с этого и пошло это. Но со временем по истории мы видим, что флаг менялся, и опять мы вернулись к триколору. Хочется всех вас поздравить с этим праздником и пожелать, чтобы вы были настоящими патриотами нашей страны. Как вы видите, вот здесь книжная выставка «В символах нашей корни» называется наша выставка. И вы видите ряд здесь книг. Вот книга называется «Флаги». Здесь о всех флагах стран. И изображение этих флагов, и история это в каждой стране, с чего начинаются эти флаги, и вот до современного нашего времени. Вот такая книжка здесь, с чего начинается Родина. Очень интересные здесь стихи о флаге, о Родине, рассказы. Здесь, как вы видите, сборник законов Российской Федерации. Конечно, вот надо знать и законы России, это тоже входит вот в наши здесь и символы, и законы страны. Вот книга с историей Лишенкова, все краснокрылое знамя называется. Это уже, конечно, история флага, когда наш флаг еще был красным. Об этом тоже надо знать. Книга такая вот «Флаги мира», тоже флаги всего мира. Полная энциклопедия символов, эмблем и знаков. Книга здесь вот «История России». История России с древнейших времен и до конца 17 века. История государства российского. Здесь очень много книг интересных. Конечно, надо знать и историю России, и историю своей малой родины, историю Дагестана. Вот здесь ряд книг, здесь история Дагестана. Потом честь Дагестана мы защитили. Вот такая книжка тоже интересная. Здесь вы видите тоже у нас библиотечный плакат, ребята, под символом славным могучей державы называется. Тоже здесь ряд книг. У нас очень много интересной литературы по этой теме. Пожалуйста, приходите, знакомьтесь, читайте. Аббасова Миносов, библиограф нашей библиотеки, проведет викторину на знание истории символов российской государственности. Итак, дети, мы сейчас проведем викторину. Будем проверять, внимательно были слушали наших ведущих. И в этих даже некоторых словах наших ведущих скроются даже ответы. Сейчас проверим. Вы разделитесь на две команды. Одна команда у нас будет называться «Патриоты», вторая у нас будет называться «Звездочки». Теперь я вам буду задавать вопросы, а наш жюри будет записывать очки. И в итоге посмотрим, какая команда у вас победит. Итак, дети, какие символы государства вы знаете? Только поднимайте руку.
Давай. Гимн. Правильно. Еще какие есть? Вспоминайте, дети. Да, Галикова. Гимн, флаг. И еще один остался. Символ. Нет. Герб. Ну, на 2 вопроса ответила команда звездочек. Мы присуждаем 1 балл звездочкам. А теперь, сколько цветов у российского флага? И какие они? Так, первый был вот этот мальчик. Давай. 3 цвета. Так, какие? Белый, синий, красный. Правильно. Еще одно очко зачитывается нашим звездочкам. А теперь смотрите, готовьтесь, девочки. Что обозначает красный цвет российского флага? Защита, сила, наша Родина. Правильно. А что обозначает синий цвет российского флага? Ветховный. Давай. Синий. Синий – это воля Воля, чему? свобода к миру тоже относится, к цвет свободе. неба. Да. А вот белый цвет, что обозначает? Верность. Белый цвет означает чистоту, стремление, верность. Это тоже можно формулировать так же. Так, молодцы. Кто ввел порядок распоряжения цветов, расположения цветов? Вот это, кто ввел порядок? Вот только вот мы озвучивали. Кто это был? Петр Первый. Правильно, только руку поднимай. Патриотом у нас еще одна звездочка. А как называется страна, в которой мы живем? Не надо говорить. Россия. Правильно. Как называется правило, которое устанавливает государство? Закон. Молодец. А где можно увидеть герб? Ну-ка. Где можно увидеть герб? Подумайте-ка, ребята. Герб можно увидеть Да. на флаге. Правильно. А еще? На что, например, деньги какие бывают у нас? Денежные и? Денежные и монеты. И на монетах у нас что? Герб. Тоже герб указан бывает, правильно. А еще на паспорте тоже. Вы еще маленькие, но вы увидите это тоже. На печати тоже. Да. А человек, любящий свою родину, как называют? Как его называют? Как раз таки Гражданин. нет. Патриот. Правильно, потому что наша команда называется «Патриот». Вы угадали. Какой символ нашего государства называют триколором? Самый простой вопрос. Чайка. Флаг Российской Федерации. Молодец. А общее название всякого населения страны? Кто? Как? Как это? Россия. Нет, общее название всякого вот населения страны. В общем, как мы называемся? Давай, скажи. Народ. Правильно, Най. Так, мальчики что-то у нас слабые. Ну-ка, давайте, подтягивайтесь. Кто является президентом нашей страны? Вот, давай, нет, вот он поднял. Владимир Владимирович Путин. Да, а кто он? Кем он? Президент России, Российской Федерации. Молодец, молодец. Ребята, все молодцы. Знаете истории нашей страны. Патриоты 8 баллов, звездочка 6 баллов. Поздравляем. Дорогие наши читатели, хочу обратить ваше внимание еще на один момент. Во многих странах проводится специальный конкурс при необходимости выбирать новый официальный государственный флаг на создание лучшего проекта. Вот, участниками такого конкурса становятся историки, геральдисты, профессора, художники, дизайнеры. И каждый предлагает свой проект. Вот хочу привести такой пример. Вот проект флага американского штата Аляска был изготовлен 13-летним мальчиком Бенни Бенсоном в 20-х годах 20 века. И представлял собой прямоугольное полотнище темно-синего цвета с большой пятиконечной желтой полярной звездой в верхнем углу и созвездием Большой Медведицы, составленным из 8 маленьких желтых звезд. Полярная звезда на этом флаге олицетворяет север страны, а медведица – храбрость и силу. Так что при создании вот таких проектов даже участвуют такого возраста участники. Вот. И мы на этом мероприятии вот провели экскурс в историю.
и узнали, какова история нашего российского флага. Мы узнали, что наряду с такими символами, как герб и гимн, флаг олицетворяет могущество нашей страны. И я хочу вас призвать, чтите эти символы и будьте их достойны. И зачитать вот эти строчки стихотворения. Пусть крепнет от моря до моря двуглавого сила орла, пусть вечно на вольном просторе Россия стоит, как скала. Пусть высится гордо и смело над нею трехцветный наш флаг, во благо российского дела, врагам всем на ссорам и страх. Горделиво над страной реет флаг родной земли, триколор моей России, знак свободы и любви, поднимает гордо флаги в океанах корабли, чтобы знали все, откуда эти гости приплыли. 3 могучих полосы возрождает ценность наций, единение мотив, благородство, честность, смелость охраняет наш покой. Пусть же будет вечным крепость этой ценности родной.